Шибзе хатырыску асысша, хатырыску депутатша, яхатпяйла тараяла хузыги. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые депутаты, присутствующие. Сегодня проводим, значит, в соответствии со статьей 40 регламента Народного собрания парламента Республики Абхазия, проводим правительственный чат. Сегодня у нас в гостях представитель министра энергетики Батал Мушба. Мы вас приветствуем. Формат комитета будет следующий. Значит, формат слушаний. Председатель комитета по экономической политике Резу Платонович Зантария будет вести, значит, правительственный час. Ну, соответственно, в формате доклада, вопрос-ответ. Я так понимаю, что и презентация какая-то будет. Правильно, Резу Платонович? Это моя презентация. Это ваша презентация. Да. В общем, передаю слово, наверное, вам для введения правительственного часа. Статус депутата приравнивается к статусу министра. Статус спикера парламента приравнивается к статусу премьер-министра. Статус председателя комитета приравнивается к статусу вице-премьера. Вот этот статус является основой для нашей сегодняшней беседы, чтобы вы понимали. Кроме того, в обязанности депутата лежит работа по законотворческой деятельности, но и также лежит работа по контролю над реализацией законов, о которых мы сегодня будем говорить тоже. Основное, как мы знаем, что энергетика является базовой отраслью для развития любой экономики, любого государства, в том числе и для Абхазии. И все мы понимаем, в каком состоянии на сегодняшний день она находится. Мы не будем говорить о тех вещах, которых не знаем, мы будем говорить о той прожитых годах, 23-24 год, насколько было тяжелое состояние энергетики и что сегодня у нас происходит. В принципе, вопросов, сложившийся с этой точки зрения, достаточно большой объем. Мы, как депутаты, хотели бы видеть, какова перспектива развития в целом всей энергетической отрасли нашей страны, какого состояния сегодня. Не дать оценку прошлого невозможно построить будущее. И за счет таких пониманий того, чтобы мы хотели услышать и узнать, и увидеть перспективу, и кроме того, обсудить тот закон, который сегодня у нас присутствует, закон об энергетике, насколько он соответствует реалиям, насколько он сегодня обеспечивает работу энергетики надежно и бесперебойной подачи, так как это сегодня указано в законе. Для начала сегодняшней нашей беседы она будет состоять, также наши коллеги будут задавать вопросы вам о состоянии дел, как он находится. Мы также будем понимание иметь, насколько справляется сегодня вообще смысл и ту самую суть создания Министерства энергетики, насколько она справляется, ее целевые задачи, они должны быть нам сегодня понятны и ясны. Амьёбгара яха министерство же шагайших бавча зевш дары рачудны ятзоб ахенкара закон корола амчра курт рызлегецакс яму апсны ахенкара илнуцака энергетика ганер атагыл за шайх празахан ававилары апсны захан арахори. Уважаемый Лаша Нукзарович, уважаемый Реза Платонович, уважаемые депутаты парламента, спасибо за возможность принять участие в рамках парламентского часа в работе парламента и конкретно сфокусироваться и обсудить, обозначить основные направления и повестку энергетической политики в Республике Абхазия. Энергетике всегда уделялось особое внимание в нашей стране, связано это было с тем, что, к сожалению, последние годы те генерирующие мощности, которые есть в республике, они не в полной мере способны бездефицитно удовлетворять спрос со стороны экономики, со стороны наших граждан. И та работа, которая была проведена министерством, конечно же, она должна быть презентована, объяснена. Мы хотели бы тоже со своей стороны обязательно учесть, услышать мнение парламентского корпуса. Наверняка здесь есть и люди, которые много лет поработали и внеслись в пользу в отрасли энергетики, ну и других депутатов, которые тоже общаются со своими избирателями, с гражданами, которые слышат те проблемы, которые формируют наши граждане. Уверен, что совместно сегодня в рамках конструктивного диалога мы сможем обозначить и обговорить все ключевые аспекты энергетической повестки. В
вкратце, если позволите, я, наверное, хотел бы сказать о текущем положении энергопотребления Республики Абхазия. Можно представиться вначале, сказать, пожалуйста, с кем вы пришли, чтобы все знали. Министр энергетики Батал Владимирович Мушева. Сегодня со мной присутствуют коллеги с министерства. Это начальник правового управления Кунба Аляс Исланович и начальник профильного управления Язджибане Лизауровна. Образование, опыт, пожалуйста. Можно сказать, что вы по образованию? Образование у меня 2 образования в отрасли экономики и энергетики. Опыт работы тоже в энергетике есть. Работал Сколько лет? 5 лет работал в сфере энергетики Российской Федерации. Дальше. Ставь, пожалуйста, остальные. Может быть, коллеги. Да, Бунба Аляс Исланович, начальник правового управления. Образование у меня бакалавриат я закончил в Российском университете дружбы народов по направлению юриспруденция. Магистратуру закончил тоже по направлению юриспруденция в Государственном университете управления, город Москва. Далее поступил в аспирантуру финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Также окончил по направлению юриспруденция. Работал в Центральном институте авиационного моторостроения, город Москва, в правовом отделе. Дальше работал помощником юриста в ООО «Витис Групп», город Москва. После работал помощником вице-президента и на сегодняшний день работаю в Министерстве энергетики Республики Абхазия. Спасибо. Здравствуйте, я Заджибане Лизауровна. Высшее образование, финансовый университет при правительстве Российской Федерации, факультет экономики и бизнеса топливно-энергетического комплекса, стаж работы 1,5 года. Сейчас вы работаете, направление ваше инновационное, да? Да, начальник возобновляемый управления. источник электроэнергии. Все верно. У нас правительственный чиновник в зале. Вы должны знать, как может, лишние вопросы. Ладно, друзья, может, лишние вопросы будем задавать, корректные. Надо знать компетенцию. Так, слушаем дальше. Батал Владимирович, единственный вопрос от Черноморэнерго, почему не пришел? Ваши, Нукзарыч, коллеги были приглашены, но я так понимаю, по предложению председателя профильного комитета коллеги воздержались от участия, как мне было сообщено. Павел Нукзарович, я попросил, чтобы Тимур подготовился отдельную презентацию в части эксплуатации. Мы сегодня будем говорить, чтобы не было это все перемешается в одну. И так далее. Я попросил только, говорим сегодня о законодательстве, о работе министерства, о тех ведомствах единого оператора. Я думаю, что это отдельно, он говорит, что я отдельно подготовлюсь и приду. Это одно без другого не бывает. Я думаю, Мы сейчас не будем говорить о себе. Нам нужен был. Потому что мы помимо закона будем говорить о текущей ситуации в электроэнергетике. Хозяйством занимается. Странно. Лучше всех, я думаю, что вы знаете министра. Хорошо, есть как есть. Да. Слушаем. По текущей ситуации, которая у нас складывается с энергопотреблением, мы, наверное, собираемостью, это ключевые такие показатели, которые отражают вообще состояние дел в отрасли электроэнергетики. За 10 месяцев текущего года потребление Республики Абхазия составило 1 миллиард 900 миллионов киловатт-часов. То есть это показатель говорит о том, что в Республике Абхазия сокращается валовое потребление электроэнергии, что в конечном счете влияет на объем дефицита, который формируется по году. Динамика эта наблюдается последние 3 года. Если в прошлом году валовое потребление республики составило свыше 200 миллиардов 400 миллионов киловатт-часов, то, например, в 2023 году потребление республики доходило практически до 3 миллиардов киловатт-часов, что, естественно, увеличило тот дефицит электроэнергии, который в республике существовал. Но последние несколько лет мы видим явную динамику на снижение вот этого уровня потребления в Республике Абхазия. Что касается собираемости, финансовой стороны, по уровню собираемости за 10 месяцев по всем категориям абонентов собираемость составила 53,6%, по юридическим лицам 78,4%, по физическим лицам 36,7%.
Нужно отметить, что последние 4 месяца, если мы берем помесячно, не суммарно нарастающим итогом, общий показатель собираемости по двум категориям абонентов в среднем составляет 65%. То есть в июле, да, то есть в октябре отдельные юридические лица заплатили в рамках финансовых вопросов 48%, в сентябре 79%, в августе 47%, в июле 42%. Почему общий, да, вот такой вот нарастающий итог, он, конечно, сильно отличается от месячных значений. Здесь нужно сказать, что, к сожалению, первые 3-4 месяца, которые вот связаны были с некоторой нестабильностью в стране, они демотивирующим образом, конечно же, влияли на показатель собираемости в отрасли. Почему важна вообще собираемость и на что это влияет? Уровень собираемости – это ключевой источник, финансовый источник, который позволяет нашему единому оператору передающих распределительных сетей реализовывать мероприятия по реновации электросетевого комплекса, замены линий, замены трансформаторного, подстанционного хозяйства в городах, в деревнях по запросу наших граждан. Именно наличие вот этого финансового источника реально способно обеспечить при наличии, конечно, человеческого ресурса и компетенции, и техники, возможность реализовывать какие-либо мероприятия по реновации в отрасли. Также в этом году по поручению президента, как вы знаете, уважаемые депутаты, беспрецедентным стало поручение о том, чтобы начать заблаговременную закупку коммерческого перетока электроэнергии с Российской Федерации для того, чтобы осенне-зимний период, наиболее сложный период для энергосистемы любой страны и нашей республики в том числе, пройти его максимально сбалансированно, максимально без верных отключений, насколько это будет позволять и положение в отрасли, и финансовые показатели. Вот эти показатели по собираемости позволили нам за 4 месяца, это август, сентябрь, октябрь, ноябрь, направить собственными средствами РУП Черноморэнерго на закупку коммерческого перетока практически 260 миллионов рублей, если быть точно, 252 миллиона рублей было направлено предприятиям на объем электроэнергии 86,7 миллиона киловатт-часов. Что нам это дало? Это нам дало то, что на 1 ноября текущего года уровень воды в Джварском водохранилище был выше аналогичного показателя на 56 метров. И как мы с вами наглядно можем наблюдать, если в прошлом году в ноябре месяце в Республике Абхазия вынуждены были введены верные отключения 4-часовые, в текущем месяце их нет. Более того, по той информации, которую мы имеем вместе с нашими коллегами с РУПа, с другими экспертами, таких верных ограничений не планируется и в декабре, и в последующие месяцы. Но здесь я бы хотел подчеркнуть, что, конечно, все это будет в конечном счете зависеть от той ситуации, которая будет складываться, от уровня потребления. Почему зимой возрастает потребление в Республике Абхазия? Потому что электроэнергия является основным источником для обогрева, для хозяйственных, бытовых нужд наших абонентов. И в период похолодания, естественно, нагрузки по потреблению в Республике Абхазия значительно вырастают. С другой стороны, приток воды, который идет на Джварском водохранилище из-за тех же самых погодных условий, он значительно падает. Если летом этот среднемесячный показатель составляет порядка 350 в лучших случаях до 500 кубических метров в секунду, зимой приток наших водных ресурсов это порядка 30-50 кубов в секунду. В этой связи понимаю, что водные ресурсы зимой ограничены. Президентом была поставлена задача максимально сбалансировать потребление электроэнергии и подойти с более высоким уровнем воды к зимнему периоду. Что бы я еще хотел отметить, если я думаю, что, наверное, дальше уже в ходе предметного разговора по отдельным вопросам и депутатов мы дадим уточнения по всем направлениям повестки.
важного, реализованного Министерством энергетики. Опять-таки в рамках поручения президента Кабинетом министров по разработанному проекту Министерства энергетики было принято постановление, которое позволяет предприятиям, физических лиц, желающих приобрести генерирующие мощности оборудования для солнечной, ветряной электроэнергии, освободить их всех от таможенных и налоговых платежей. В части налоговых платежей постановление принято, но нам потребуется здесь поддержка в рамках законодательства парламента. Надеемся, когда будет такая возможность, мы в парламенте этот вопрос тоже будем представлять и дополнительно объяснить. Что это, для чего это нужно? Для того, чтобы стимулировать развитие в Республике Абхазия новых генерирующих мощностей на альтернативной энергетике. Также из ключевых я бы хотел отметить, что за последние 2 месяца в рамках договоренности между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Республики Абхазия начата программа, которая позволяет энергетикам абхазским повышать квалификацию практически по всему спектру необходимых знаний, компетенций. И у нас уже порядка 30-35 сотрудников энергосистемы уже посетили образовательные программы, образовательные учреждения, предприятия в рамках этого обмена. И эта практика будет продолжена и дальше. Это по направлению диспетчеризации, по сетевому хозяйству, по вопросам с бытовой деятельности коллеги прошли определенную программу. И вот недавно была группа ребят, которая посетила Волжскую ГЭС, достаточно крупное предприятие, смогло ознакомиться с производственными процессами на предприятии. Понятно, что студенты, которые поехали учиться на Волжский институт, на Волжскую гидроэлектростанцию, они учились эксплуатации гидроэлектрических станций. В настоящее время тот опыт, небольшое обучение, которое они получат, неизвестно, где они будут его эксплуатировать, где они будут использовать. Естественно, все это может быть утеряться. Но не в этом дело. Мы вернемся чуть позже к тем цифрам, о которых вы говорили. Состояние энергетики. Я бы хотел начать с самого законодательства, на основе которого вы должны работать и работаете. Для чего нужен закон? Настоящий закон устанавливает правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики для эффективного функционирования и регулирования рынка электроэнергетики, осуществления деятельности в электроэнергетической сфере в условиях прозрачности, доступности, бесперебойности, что является важным, надежности и соблюдением норм качества, безопасности, охраны окружающей среды. У меня вопрос. Как вы считаете, вот сегодня при тех проблемах, которые у нас есть в энергетике, о которых и я зачитаю именно с вашего постановления, соответствует ли эта реализация данного закона и состоянию энергетики? Или вы считаете, что-то надо сюда добавить, убавить, или он несовершенен, этот закон? Каково ваше мнение? Можно ли сегодня, и все ли вы по этому закону делаете, реализуете? Есть ли статьи, по которым вы не реализуете, тем самым нарушая законодательство? Вот что вы видите? И последний вопрос к нему же, хочу добавить. Было ли в Межправкомиссии введено какие-то дополнения, поправки к этому законодательству? Известно ли вам об этом? Значит, начну проект поправок. Начну с последнего. В Межправкомиссии, которая сейчас прорабатывается, никаких предложений, дополнений к законодательству Республики Абхазия не прорабатывается, которые каким-либо образом меняли бы законодательство Республики Абхазия по отрасли электроэнергетики. В целом, по закону об электроэнергетике позиция здесь, конечно, Министерства энергетики в том, что закон необходимо и нужно исполнять. И в разной степени закон Республики Абхазия исполнен в сфере электроэнергетики. Резу Платонович, я уверен в этом, вы наверняка знаете, что в тексте есть некоторые технические недочеты по тексту. Там определение некоторых, это на самом деле техническая часть, для энергетиков непонятно, но в целом мы считаем, что это базовый закон, которым мы руководствуемся, и будем дальше им руководствоваться. Почему тогда реализация, если он базовый закон, вы по нему не реализовываете его? Статьи, которые указаны, создание рынка электроэнергетики, правила рынка, операторов рынка и все остальные, все, что здесь указано. Почему нет реализации? Если вы видите технические ошибки, то какие они? Где они? Как вы тогда их исправляете?
где их инициатива? Вы же имеете право. А в какой, Если закон- в какой части вы считаете, что закон мы не исполняем? Мы исполняем его в полном соответствии тому тексту, который он написан. Согласно закону, Там отдельные положения не реализовываются в части, касающейся сбыта, передачи электроэнергии и так далее. Но закон был принят в 2018 году, некоторые отдельные его положения уже исполнены, например, проведен финансовый и технический аудит. Финансовый и технический аудит был проведен Министерством экономики, на тот момент уполномоченным органом в отрасли энергетики в 2018 году. Соответствующие отчеты подготовлены, они проработаны с единым оператором. Да, это требование в рамках этого законодательства. В части исполнения этого законодательства за тот небольшой период, да, там последние 5 месяцев, Министерством энергетики была реализована, на наш взгляд, очень тоже важная задача, которая в том числе требовалась и этим законом Республики Абхазия, о переводе всех объектов, да, муниципальной собственности на баланс единого оператора передающих распределительных сетей. Если говорить конкретно, то речь идет о муниципальном унитарном предприятии Махадыр-ГЭС, которое находится в Гагарском районе, которое все послевоенные годы осуществляло посредническую функцию, но в рамках требований этого законодательства еще в 2018 году необходимо было этот и другие объекты перевести на баланс Черноморэнерго. Только лишь в этом году по инициативе Министерства энергетики это было реализовано. Что это такое? Это свыше 5000 абонентов в Сандрипшском районе, в Гагарском районе, которые были фактически субабонентами Черноморэнерго, но договорные отношения имели с МУП Махадыр-ГЭС. В смысле, все эти годы? Все эти годы. Им платили? Им платили, а в свою очередь предприятие, те объемы электроэнергии, которые получало от единого оператора, практически не получало никаких средств. практически 8 лет, 8-9 лет закон не реализовывался, да? А создание рынка электроэнергетики. Если позволите, я вот просто в цифрах хотел бы сказать. Среднемесячный платеж от МУП Махадыр-ГЭСа был, когда он был в какие-то месяцы, если там 200-300 тысяч, а поставлялась электроэнергия туда, если в деньгах говорить, порядка на 15 миллионов рублей. Но факт в том, что абонентам электроэнергия поставлялась, а уплачивалась на этот объем всего лишь 300 тысяч. С июля месяца наше предприятие уже полностью осуществляет работу с абонентами. В июле мы собрали 3 миллиона, в августе собрали 7 миллионов, в сентябре мы собрали 6,5 миллионов. То есть это те денежные средства, которые поступили единому оператору передающих распределительных сетей. Частная, да? Она как муниципальная функционировала, но... В этом случае, в случае Махадырской ГЭС были юридические лица, которые должны понести ответственность, и не своевременно. Министерство же не вчера только создалось, оно уже было раньше, и раньше был еще уполномоченный орган, который должен был нести за это ответственность, который должен был своевременно перевести необходимые документы, необходимые балансы провести, и также предъявлять им к оплате те юридическому лицу, которое было на тот момент создано. То есть какие-то там, можно сказать, что реализация законодательства в этом нету, да, это было просто запущено и какое-то время реализовано. Но там есть ответственные лица, которые должны за это понести ответственность. Ничего удивительного не произошло. Периода времени Махадыр-ГЭС переставала работать? Оно послевоенные годы не переставало функционировать. А какой вообще убыток за 9 лет государства понесло? Задолженность на текущий момент перед Черноморэнерго свыше 300 миллионов рублей. Да. Наверное, уже понесли наказание. Это никто не видел, это тайно все происходило, да? Хорошо, а создание рынка электроэнергетики, вот энергетика же должна развиваться же, правильно? Этот закон дает возможность развиваться, привлекать инвестиции, двигаться вперед, да, строить новые объекты. Где тут такая возможность? Вот вы так хорошо сказали, что вот мы по нему живем, мы по нему работаем, а где тут шаг вперед? Где то развитие, о котором мы? Ведь я только что зачитал, что закон должен что делать, да? Бесперебойная подача электрической энергии, да? Надежная и так далее. Я же только что зачитал вам. А он обеспечивает это? Вы так монотонно сказали, что да, обеспечивает. Но я его не вижу. И было ли законодательство, было ли те поправки внесены со стороны межправкомиссии? Конечно, было, он у меня лежит.
И почему вы его не знаете, я не знаю. Почему его сегодня не инициируют, я тоже не знаю. Почему вы так просто говорите о тех технических ошибках, которыми вы должны руководствоваться, что их тут незначительные, а тут их значительные. Где рынок электроэнергетики, который должен был создан быть? Где? Его не создает? Где он? И что является, сегодня вы хотите сказать, что за счет того, что внесли законодательство освобождения от НДС и налога на прибыль электроэнергетики, так называемых возобновляемых источников, хотите восполнить тот дефицит, который у нас сегодня в стране есть? Это же невозможно. Нет, никто не говорит о том, чтобы... Нет, ну вы пытаетесь что так сказать. Ну, говорим, теперь перейдем, если мы говорим о законодательстве, сказали... Комиссии я скажу. А? У меня же прав комиссии, я могу сказать. Да, я сейчас... Один из вопросов связан с гармонизацией изменения законодательства в сфере электроэнергетики. Он вызывал большой общественный резонанс, потому что те условия, которые предлагались, они были неприемлемы для абхазской стороны, и общество тоже не воспринимало эти условия. Вы, собственно, помните эту ситуацию. Это один из пунктов, который вызывал особенно большое количество вопросов. То есть и там как такого плана действий тоже не было, проекта не было. Сейчас я так понимаю, что на повестке дня МПК вообще не было. Нет, но он был к нам не внесен, вот он у меня есть здесь, и там достаточно большое количество и технических ошибок, и смысловых, и по понятиям, и достаточно. Я вам сказал бы, что те поправки, которые там внесены, не носили какой-то характер, вот как вы говорите, что его куда-то можно было противоречить нашему национальным каким-то интересам, но он достаточно был демократичный, дальше требовал реализации, он обеспечивал. Вот в настоящее время сегодня, мы если начнем с генерации, да, не говорим о сетевой истории, я зачитаю просто одно постановление, вот я держу достаточно большое количество постановлений ваших и всех остальных, и хочу сказать, что зачитать, просто называю это постановление об утверждении отраслевой долгосрочной целевой программы создания системы коммерческого учета электроэнергии в сетях единого оператора, передающих распределительных сетей 22-26 год. Вот она целая программа. Здесь указано в этой программе: ситуация энергетической отрасли Республики Абхазия крайне неудовлетворительная. Важнейшим источником энергии в республике является электроэнергия, а энергетика обеспечивает функционирование всей отрасли национальной экономики. В настоящее время срок эксплуатации более 85% электросетевого объекта существенно превысили нормативы. Средний возраст эксплуатируемого оборудования более 50 лет. Общий износ более 80%. Вследствие возникла необходимость проведения системных масштабных работ для качественного улучшения ситуации в энергосистеме энергетической отрасли. Негативно на состояние отрасли влияет не только ветхость установленных оборудований, но и дефицит мощности, а также несоответствие пропускной способности сетей, существующих дефицита трансформаторных мощностей, что неудовлетворительно относится к социально-экономическому развитию республики. Итак, в энергетике, вот какие мощности в энергетике существуют? Мы сейчас говорим об энергетике, да? У нас какие мощности бывают в энергетике? В энергетике какие мощности? Генерирующие вы имеете в виду? Да нет, вообще в энергосистеме какие мощности? Сетевые мощности, правильно? Генераторные мощности, трансформаторные мощности. И все мы говорим, все у нас плохо. У нас дефицит 600 миллионов киловатт-часов. 600-700 миллионов киловатт-часов. Когда он начался? Впервые я хочу сообщить сегодня всем о том, что дефицит электрической энергии, дефицит электроэнергии начался с 2016 года. Первый в 2016 году дефицит электроэнергии составил 139 миллионов киловатт-часов. Последующий в 2017 году 218, 231, 303, 1 миллиард в 2021 году, в 2022 году 939, в 2023 году 780, при этом были достаточно большие глубокие отключения. Итак, 2024 год 650 миллионов киловатт-часов дефицит, при этом по 12, 10, 12 часов отключения, все мы это помним. Далее, 2025 год, сегодня мы понимаем, что есть дефицит, но за дефицит оплачиваем. И это отдельная история, связанная с оплатой. Мы говорим, а какие меры нами приняты для ликвидации данного дефицита? Вот что мы приняли, какие действия? Покупать электроэнергию только в России? Вот что министерство приняло, какие меры за вот это время
чтобы сегодня видеть перспективу развития энергетики с точки зрения восстановления гидроэлектростанций или просто генерирующих объектов? Ну, ваш вопрос, наверное, адресован, так скажем, нескольким годам, да, уполномоченного органа. Но мы, наверное, в большей степени будем отвечать как бы по тому периоду, когда были уполномочены в этой отрасли. Я вот свое выступление, Реза Платонович, вы как эксперт в области энергетики, наверняка это поняли, начал с того, что с показателя уровня потребления электроэнергии в Республике Абхазия. То есть продемонстрировал динамику, которая говорит о том, что потребление в Республике Абхазия сокращается. Ну, дефицит остается. Все правильно, дефицит остается, и для того, чтобы дефицит этот покрывать за счет каких-то дополнительных источников, мы вынуждены были приобретать электроэнергию с августа месяца по поручению президента. Тогда вопрос, а какую энергетику мы строим? Вот какую энергетику, какую модель энергетики мы строите? Вот какую вы, Министерство энергетики, должны видеть, какую модель энергетики мы видим перспективу? Что мы предлагаем сегодня потребителю? Что? Какая энергетика? Вот какая сегодня у нас энергетика? Какую энергетику Министерство энергетики Республики Абхазия видит, это в первую очередь, в которой спрос и предложение удовлетворено со стороны всех абонентов, и было бы прекрасно, чтобы у нас была возможность еще этот ресурс экспортировать. Ну, прекрасная, не прекрасная возможность. Это вот такая отдаленная. Ну, но мы же говорим про реальную картину, которая... Целевая задача энергетики, да, Абхазии должна быть составлять, она независимой. Вот главный путь развития энергетики, независимой. А что такое независимая энергетика? Что такое независимая энергетика? Вот как ваше видение и как вы этот путь держать, как этот вектор направления сегодня подготовить программу? Как ваше видение того, что сегодня энергетика должна идти по пути развития независимой? Она сегодня зависима? В республике существует дефицит, о котором вы выше упомянули. Естественно, это создает зависимость от внешнего импорта электроэнергии для того, чтобы покрывать этот дефицит. Но с другой стороны, здесь есть и вопрос, Реза Платонович, который связан с сетевым хозяйством. Мы же понимаем, что у нас очень большие технические и коммерческие потери в сетях, которые приводят к потерям в сетях электроэнергии. На сколько лет вперед прогнозируется развитие энергетики? Вот как вы министерство. До января, до марта. Насколько прогноз сегодня виден развития энергетики? На какой период времени? Потом вода пойдет. Должен прогноз быть. Минимум на 20-25 лет видно. То, что дефицит электрической энергии в 2016 году наступил, было видно в 2015 году. То, что наступит дефицит и будет увеличиваться в 2020 году, было видно. И динамика видна, развитие. Вопрос, обойдемся ли мы когда-либо без перетока? Собственными мощностями. Хотя и собственных пока таких нет. Вопрос, обойдемся? Какой вы прогнозируете? Это не вопрос отдела культуры парламента. То есть практически какого-то генерального плана развития энергетики, связанного с восстановлением ее генерирующих мощностей. Я сейчас не говорю о сетевом хозяйстве, мы вернемся, у вас нет. То есть видение, как это сделать, как привлечь. Тогда другой вопрос. А обойдемся ли мы без инвестиций? Можете ли вы обойтись без инвестиций? Есть у вас целевая программа? Абсолютно обойтись без инвестиций невозможно будет, потому что надо будет восстанавливать даже те генерирующие мощности, которые сегодня не функционируют в Республике Абхазия. Хорошо. А как вы привлекаете инвестиции? Как вы рассматриваете инвестиции? Были ли у вас инвестиции? Предложения по инвестициям есть? Предложение по объектам существует, по восстановлению тех генерирующих мощностей. Срочно не надо их принимать, рассматривать. Вы их рассматриваете? С какого года они у вас лежат? У нас и в прошлом году были проекты по перепадам, и в этом году сохраняются. А в 16-м, 17-м, 20-х годах? Я не уполномочен ответить, что было в 16-м Если закон ограничивает, допустим, да, в каком виде инвестиций должны быть? Ну, и кто должен рассматривать? Закон же ограничивает. Положение написано, что они должны разрабатывать. Я бы хотел уточнить. Закон Программа развития ограничивает. только по энергетике, вообще не по одной отрасли в государстве. Вы же не в экономике, нигде у нас. Ну, тогда наш тариф на электроэнергию уйдет в небеса, если мы все будем покупать за пределами нашей страны. Это тогда какая независимая энергетика? В смысле, тариф должен быть обоснован. Нет, подождите минуту. Тариф должен быть внутри, производители наши должны быть внутри, которые работают по законам Республики Абхазия.
Он есть сегодня у нас. Мы создали условия для того, чтобы привлечь инвестиции, которые будут работать по законам Республики Абхазия в области генерации электрической энергии. Есть? Это путь? Нету. Никакой программы. Ну, действующее законодательство позволяет... А? Как ее не было на протяжении 30 лет, к сожалению. Да, так ее и не было. И все это видели, что есть в этом необходимость. Необходимость именно в этой программе. Имеется в виду, что закон ограничивает же инвестиции. Не ограничивает закон инвестиций. Не ограничивает. Арендные отношения, да, вот я хотел... Никаких не ограничивает. Арендные Вопрос в отношения. том, чтобы снять ограничения, или вопрос в чем? Я ж привел к тому, что сегодня мы говорим, мы имеем закон, по которому должно все обеспечиваться, да, надежное энергоснабжение. И ответа от ведомства, которое руководствуется и работает по этому отрасли, нету, что сегодня мы не можем привлечь инвестиции. Я спросил, можем ли мы обойтись без инвестиций? Не можем. Тогда что происходит с расой энергетики? Ухудшается ее состояние, правильно? Тогда что делать? Где взять деньги для восстановления? Как быть? Молчим? Дальше Я думаю, Реза Платонович, твой вопрос вот в этом как раз заключается, и тут не конкретная ситуация, а видение. Да. Я понимаю, как вы видите. Как видите вы эти ситуации? То есть Мы же- отойдем от этих 30-летних проблем и так далее. Как вы видите, вот ваш взгляд на то, как нам поменять ситуацию, вот с генерирующим. С генерирующими мощностями действующее законодательство приватизацию объектов, которые стоят на балансе единого оператора, не предусматривает такой возможности для объектов с установленной мощностью свыше 5 мегаватт. Ну, но у вас право законодательной инициативы никто не отменял. Я просто хочу знать. Есть аренда. Ну, подожди, я не говорю то, что есть. Подожди, то, не что... перебивай. Я говорю о том, как он видит. Может, у него взгляд совершенно новый, другой. Слушайте. Дайте человеку. Почему нету? Почему ты решил? Нету программ. Не понял обращение. Дай, подожди. Я не о программе. Дайте сказать. Вопрос, как я понимаю, его был такой, ваше видение. Вот как вы видите, что нужно сделать? Может быть, что-то поменять в законодательстве? То, что вот реально не дает развитию генерирующих мощностей. Вот вы как-то вот на этот вопрос ответьте и все. Для того, чтобы развивать генерирующие мощности, их можно, во-первых, восстанавливать в рамках действующего законодательства, те, которые есть, в рамках арендных отношений. Если есть, а такие были обращения, которые готовы, да, восстанавливать генерирующие мощности, в рамках арендных отношений вырабатывать электроэнергию, реализовывать ее. То есть это один из путей по генерирующим мощностям. Второй путь — это развитие и создание новых генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников электроэнергии. Нашим источникам генерации водных никто не запрещает создание новых генерирующих мощностей на абсолютно ранее не существовавших объектах. А что должно делать министерство? Создавать условия для привлечения инвестиций, для восстановления генерации или строительства новых, независимо. Где та программа, которая мы уходим в долговую яму, энергетику загоняем, оттуда не выберемся никогда. Это то, что касается генерации. Я вам задал вопрос, когда у вас были предложения по восстановлению перепадных? Когда? И почему вы до сих пор их не рассмотрели, если они были? С какого года? Вы же работаете не первый год в министерстве. Давно же работаете? С самого начала? 2 года. С начала энергетики там работает министерство. 2 Были? Сколько уже времени? 2 года. Как 2 года? Не министром, а Замом работал. А где В восстановление? апреле прошлого года я начал работать. И развитие дефицита электрической мощности, он назревает. Вы же не можете подключать новых потребителей сегодня. 5-10 мегаватт. Экономика требует. Вы можете подключить, обеспечить энергией? Реза Платонович, проекты, которые рассматривались в прошлом году, они находятся на текущий момент в разработке. Когда будет принято по ним решение, мы их представим. Какие проекты? Какие проекты? 2 проекта было в прошлом году, да, по перепаду. Подождите минуту. Ребят, подождите, уважаемые. Что значит разработка находится в предложении 2 года? В разработке? Какой разработке? Проект Станции строят за 2 года. Нет, он говорит 2 проекта, а не 2 года. Не, я говорю, станции находятся в разработке. Что за слово разработка? Хорошее слово. Да, просто размазать эту историю. 2 года на получение предложения о восстановлении перепадных станций? 2 года? Это кому рассказать? Скажите, пожалуйста, принятие решения, при том дефиците, что у вас сегодня он такой мощно назревшийся есть.
Это Дефицит, вы считаете, работа? как вы сказали, дефицит сформировался не сейчас и не в прошлом году, он сформировался на протяжении нескольких последних лет, а динамика последних 2 лет показывает, что этот дефицит сокращается. Да, но он еще остался в размере достаточно объемом 600 Все миллионов правильно, для того, киловатт-часов. чтобы в краткосрочном... Если вы сейчас нас хотите так просто развеять, куда-то размазать, мы говорим конкретные задачи и хотим видеть, есть программа или нет программы, да? А просто говорить нам общими словами я вам не рекомендую. Вы не рассмотрели те предложения, которые к вам пришли, которые мне известны, да? И не рассмотрели оперативно. Вы его складываете куда-то. Для чего? Не понимаю. Это важно. Это практически равно преступлению. У вас дефицит электрической энергии, вы выкачиваете с бюджета, со страны до 600, до 700 миллионов рублей только с Черноморэнерго, и при этом сколько бюджетных средств потрачено за 3 года, сказать вам, бюджетных средств, 3 миллиарда. 3 миллиарда рублей всего электроэнергии привлечено из Российской Федерации в виде этой помощи, в виде помощи как социальной помощи и нашими деньгами на 3 миллиарда, на 14 миллиардов. На 14 миллиардов. А с 2026 года, с конца, 27 год начала, социальный переток закрывается, его не будет. Наши действия, упадаем в темноту, в полную темноту. Что делаем? Я же только что сказал, что видение энергосистемы, видение энергетики должно быть минимум на 25 лет. Она должна опережать рост экономики. Другого формирования не бывает. Все страны мира так делают. Резу Платонович, если бы в предыдущие годы были бы разработаны и приняты долгосрочные программы, по которым мы могли бы и 5, и 10 лет назад, и 15 лет, и 20 лет назад, мы бы их реализовывали. Мы еще раз Но повторяем. мы же объективно понимаем, что на сегодняшний день таких долгосрочных программ мы не же от было вас не хотим, реализовано. не спрашиваем за Есть у нас краткосрочные цели, которыми мы вынуждены оперировать для того, чтобы обеспечить наше население электроэнергией. Не обеспечивать население электроэнергией мы считаем преступным и неправильно. Да, но вы к этому Но есть ведете. какие-то краткосрочные мероприятия, есть долгосрочные мероприятия, Вы в к этому- том числе инвестиции в генерирующие мощности, которые, как вы наверняка знаете, и все депутаты, я наверняка уверен, это дорогие многомиллиардные инвестиции в создание новых генерирующих мощностей. Это аксиома, которая будет и сегодня, и завтра, и послезавтра. Но если мы будем оперировать долгосрочными задачами, конечно, мы краткосрочно должны решать вопросы, Я которые вам стоят в не задал энергетике. вопрос, почему вы не построили. Я вам задал только один вопрос. Где перспективный план развития гидроэнергетики или вообще генерирующих мощностей? Я только это сказал. План. Он находится не в разработке, непонятно где находится. Его вообще не существует. У нас же была известная дорожная карта. Дорожная карта, это сейчас подойдем к ней. Дорожная вообще она карта, очень как бы- великая. То есть ее практически нет, и мы говорим общественности сегодня, что дефицит, который есть, никаких условий для восстановления собственной генерации вы сегодня не создали и не создаете. И где сегодня видно наша независимая энергетическая отрасль? Нигде не видно, даже не просматривается, большей части заходим в какой-то дефицит, серьезный дефицит. С 26 года, сначала с 1 декабря, с 31 декабря 26 года заканчивается переток электрической энергии, так называемый бесплатный. И у нас будет ровно 600 миллионов киловатт-часов дефицит на сумму, какую средняя часть? Около 3 миллиардов рублей мы должны выдать электроэнергию. Вот что к чему вы сегодня, та политика, которая сегодня ведется в энергетике, вот к чему идем. Больше других перспектив пока не вижу. Теперь перейдем, что касается... Если можно, один Да. я для себя хотел уточнить. А вот эти предложения, которые были, да, вот 2 предложения, допустим, дали возможность их реализовать, да, насколько увеличится наша генерирующая мощность? Вот. Находится, как говорится, на стадии проработки. Если будут достигнуты с двух сторон понимания, позволят нам до половины нашего дефицита покрыть. Ну, опять-таки, половина. Да. И то это... Но дело не в том, То есть будут идти дожди. Да, если Леонид Иванович, для предложения, тут знаете как, Это речь идет за одну перепаду. за все 3 перепада. смысл, да, все это скрывать, речь идет о перепадных 2 предложениях, которые одно предложение было создание там майнинг-центров, да, дата-центров. Вот о чем речь идет, и, наверное, многие знают, что
половина выработки электроэнергии для использования дата-центров. Ну, дата-центры сегодня в Абхазии, как мы знаем, идем к тому, что уменьшаем, боремся с ними, да, и актуальность этого предложения пропала. А больших, для того, чтобы привлечь инвестиции, нужно для них создать условия. Если мы не создадим условия, они не придут к нам. А если не придут к нам, мы не создадим условия, то куда мы тариф наш уйдет? В небеса. Он будет и 11, и 12. Создать надо, это тоже вопрос. Так, это вопрос. Ну, мы же не пользуемся собственной практикой, мы же пользуемся мировой практикой. Мы же понимаем, как сегодня соседние страны, имея такой дефицит электроэнергии, как ее решают. Да, мы особая страна, потому что мы довели наши все проблемы, сложили, наложили так, что за 30 лет они накопились. И они сегодня стали таким достаточно большим комом, который очень трудно вынести. Что касается теперь тогда по истории генерации, наверное, все понятно, что нету перспективы, пока ни в ближайший, ни в долгосрочный, ни в краткосрочный период времени. Что дальше делать с генерацией? Будем покупать, и это будет пагубно влиять на тариф. Придет то время, наверное, когда в 2026 году, к концу 2026 года социальный переток, он должен быть равен нулю, его не будет. Покупка электроэнергии для бюджета Абхазии будет плачевно, тяжелым, невозможным. Тем самым мы обречем достаточно большое количество часов отключений. Это то, что нас ждет. Вот это перспектива, которую я вот называю. Вот то, что касается этого. Дальше мы будем рассматривать сейчас о тех мощностях, как говорим о сетевом хозяйстве. Согласно, мы читали дорожная карта, которая была 22-26, по этой дорожной карте было рассказано нам, что энергетика приведет там в соответствие, и все будет очень хорошо, да? Ну, расскажите про эту дорожную карту, как она была реализована, насколько, какие результаты она получила, и где те целевые задачи, которые были указаны в дорожной карте к концу. То есть привести тариф в соответствии к 2 рублям 70 копеек, да, и восстановить всю энергосистему в полном объеме. Там были указаны все целевые задачи. Какие из этих целевых задач не выполнены, и кто за это понес ответственность. Вот это важно, да? Кто за нее понес ответственность? Президент, премьер-министр, кто за них понес ответственность? Или это опять стало таким размазанной историей, когда никто ничего за это не понес ответственность? Не, может что-то сделали, узнаете? Ну вот я говорю, просто хотелось бы узнать. У меня эти данные все есть, я хотел бы услышать, чтобы вы сказали причину, почему не сделано. И дальше будет следующий вопрос, это будет, почему тогда тариф растет. Вот, пожалуйста, дайте на этот вопрос. Значит, по мероприятиям дорожной карты, там достаточно много мероприятий, которые были проработаны, написаны в 2022 году. Большая часть этих мероприятий, ну, на процентов 80 дорожная карта реализована. Нет, стоп, Да. подождите минуту. По цене или Вот по- у меня есть. По мероприятиям там необходимо было создать постановление по тарифам, определиться с условиями по подключению, технологических условий. Все эти постановления были приняты Кабинетом министров в 2022 году. Нормативно-правовая база была по многим из них сформирована. Были отдельные поручения по проведению такой достаточно массовой инвентаризации всего электросетевого. Чужими руками. Нет, не важно. Это важно. Почему электросетевое хозяйство? Она, к сожалению, до конца не была проведена единым оператором передающих распределительных сетей, потому что, как информирует единый оператор, у него нет достаточных человеческих трудовых ресурсов для того, чтобы это реализовать, хотя это важное мероприятие. И следующий блок, который в дорожной карте, которая тогда была подписана, он касался целевых показателей по собираемости. Они тоже не были в полной мере. Вы заложили финансирование. Я не закладывал. Еще раз повторяю, в карте заложено, вы имеете в виду, я не лично вас имею в виду, министерство. Пожалуйста, так не надо разговаривать со мной. А он за предыдущих всех тоже же не может. Нет, я говорю, они заложили дорожную карту, заложена была та ответственность, которая... Вы заложили эту вопрос. Ну, вы заложили, я сказал, министерство, я имею в виду. Правительство курировало дорожную карту, да, в частности, основные министры и премьер-министры. Если у нас какие-то вопросы есть, мы можем позвать Генпрокурора и задать вопрос. Тем более, вы так подробно разбираетесь, вы можете запрос сформулировать. Кому? Кто должен, за что понести ответственность?
Нет, я сейчас говорю о том, что 80%, да, финансировали, мы говорим о дорожной карте. да, Нас Наталья? интересует, в частности, извиняюсь, Сергей Павлович, Батал Владимирович, нас интересует повышение тарифа. Каждый год он повышается, есть ли в этом смысл, если люди не могут платить. Вот этот вопрос. Паша Назарович, можно я подойду к этому? Я сейчас скажу, почему подойду. Я уверен, что мы к этому идем с вами вместе. Да? Мы говорим те целевые задачи о дорожной карте, о ее нереализации. Дорожная карта была не реализована, в том числе с участием Министерства энергетики на протяжении 2 лет. Она идет с 22 года. Поэтапно перешла от Министерства экономики, перешло в Министерство энергетики, которое было создано да, специально для непонятно. Да? При этом говорим, что финансирование реновации электрической сетевой в объеме 7,3 миллиарда рублей до 2026 года. Выполнено 0. Сколько я не расслышал? 0. Реновация 7,3 миллиарда, выполнено 0. Откуда эти деньги должны были взяться? Да? Мы увидели, эти деньги должны были взяться с увеличения сбора за электроэнергию. Мы повысили тариф. Мы придумали правила расчета тарифа, которые просто переписали из российского законодательства у себя. И как мы могли рассчитать тариф, когда мы не понимаем штатное расписание предприятий, организаций, субъектов энергетики, да? Как вы посчитали валовый доход, который возможен прийти, не понимая их потери электроэнергии? Но это настолько... Я понимаю, что это не вы лично это делали, да? И вы, когда я говорю вы, я имею в виду министерство. Это сделало Министерство экономики в свое время, потом передало вам, и дальше вы стали правопреемником. И мы определили... Да? А? На какую сумму отремонтировали 7 миллиардов? Ничего, 0 говорю? 0. Но доходы Черноморэнерго дошли до 1 700 000 000. То есть даже за летний переток уже само предприятие оплачивает этот переток. Они... Беслан, Нет, он сейчас чисто по дороге. Беслан, я сейчас иду по дороге, Беслан. Это не является... деньги что-то же делается. Вот это хотел Ислам. знать. Он говорит, ноль. Беслан, вот я что очень хочу делается. тебя ввести в курс, что когда мы сегодня в сетевом тарифе за электроэнергию не лежит цена закупки электроэнергии, что происходит? Ты забрал средства, которые должны уйти на эксплуатацию, на содержание сетей, и отдал за покупку электроэнергии. Тем самым нанес чему? Собственному оборудованию, да, несвоевременное проведение ремонта и все остальное. То есть у тебя технические потери за счет этого увеличиваются. Вынужденная мера. Да, вынужденная мера. Но мы же сделали. Вот у нас есть карта, так называемый план установки балансов коммерческого прибора учета электроэнергии в районах с разработкой, с разбивкой. 22, 23, 24, 25. 24, 25 участников, вы же правильно, министерство же участником были, не выполнили эту задачу. При этом говорится, что также приравнивается к нему тариф. Как должен расти по отношению по годам, растет собираемость, растет тариф, растет собираемость, растет тариф. Собираемость не выросла, приборы учета не установили, техническими потерями никто не поборолся, а тариф растет. Собираемость не выросла? Собираемость выросла. На 36%. Не на 36%, а на 54% за 10 месяцев. У вас немного устаревшие данные. По физическим лицам 37% за 10 месяцев, по юрикам 78%. И реальные Вы знаете, денежные как, если- средства, которые собраны предприятием, они значительно выросли. То есть на 60% в 2024 году предприятие собрало больше, чем в 2023 году. Ну, вы сейчас- Это существенно. Зачем Это динамику существенно. сравнивать? Но Вы сейчас но сравнивать да. динамику вам цены тарифа, мы же говорим о дорожной карте. Вы же сейчас не показатели, как у вас динамика растет или не растет. И как вы можете посчитать потери в электрических сетях, да? Как вы можете посчитать, если у вас еще нигде, везде не стоят приборы учета? Вы не можете их посчитать. Вы здесь говорите о технических потерях, о коммерческих потерях. Это невозможно посчитать. Это просто такие фантазийные цифры. Собираемость, когда мы говорим собираемость, если вы не знаете потери, как вы можете определить процент собираемости? Вы не можете это определить. Как вы, Балансовым методом считается. Коллеги с аудита техинспекции приезжали, проверяли полностью схему расчета, и они подтвердили. Вот, как вы правильно говорите, в отсутствии приборов учета рассчитывается балансовым способом. А что такое балансовый способ? Расскажите. Методология валовое потребление, учет по высокой стороне и расчет по ВТПшкам.
Коллеги с техинспекции это подтвердили. Но Резу Платонович, Да. Резу Ну, Платонович, это то, что смешно. вы говорите по приборам учета, конечно, это проблема сегодня. И она в том числе и Давайте будет мы в влиять рамках дойдем до тарифа. Сейчас всех интересует тариф, повышение тарифа, которое ожидается. Да? И мы говорим, что мы не соответствуем собираемости, приборов учета не установлено ровно столько, и тем самым происходит дискриминация. Да? Часть населения, где вы сегодня установили приборы учета, платят, да? А другая часть неизвестно, дойдет ли до них очередь, да? И не платит. Ну, Так для них норматив сформирован. Да, который вы без по нормативу прибора не учета. собираете, да? Собираем, почему по нормативу? Ну, тогда у вас... У нас вот, если позволить, даже недавно женщина приходила, возмущалась, почему у нее там коэффициент по нормативу. Мы на уровне заместителя министра энергетики выезжали к ней, разъясняли. 2 недели с ней разбираемся по нормативу, как все считать. Ну, это одна женщина. Это пример того, что мы по нормативу тоже работаем с Ну, этой вы категорией. целевые задачи, которые стояли в дорожной карте, практически не выполнены. Тем самым мы отстаем от развития, а хотим поднять тариф. Вы правильно говорите, мероприятия в дорожной карте дорожной карте мероприятия не выполнены по большей части в части финансовых источников. Финансовый источник вы брали откуда? Собираем. 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 Все. Собираем. Значит, тариф куда вы поднимаете? Вот замкнулся, вы сами ответили на вопрос, который себя поставили. Нет, Значит, почему вы должны были 2 источника иметь, да, для себя. Источник увеличения собираемости установили прибор учета, типа реанимации, да? Динамика же Да. есть, особенно последние 2 Но года. вы же задачу не выполнили, а динамику повышения цены оставили. Я просто, коллеги будут на это рассматривать. Если это беспокоит. Динамика повышения цены тоже, с чем у нас? Во-первых, это принято постановление действующее, да, которое в 2022 году. Оно же привязано к собираемости здесь. Это дорожная карта, Да. вот я же ее держу. Ну, если тогда мы будем ориентироваться на неисполненные предыдущие годы, тариф тогда надо еще и в 2-3 раза было повысить. Да, Но вот здесь наоборот. помимо экономических и технических факторов есть и социальные факторы, Какие? связанные с нагрузкой для населения. Я вам скажу, Какая население может быть, нагрузка? вы знаете, может быть, нет. 2 рубля 70 копеек вы считаете не нагрузка? Те тарифы, которые были приняты правительством Абхазии, они на 35% отличаются от того, что было заложено российской стороной по дорожной карте. И они по сей день говорят, что эти тарифы у вас отличаются. Но дорожная карта это же российско-абхазский документ, который в рамках поддержки был подготовлен. Подождите минуту. Это, если мы говорим, я не понял, вы российское ведомство? Мы Я говорим о абхазское ведомство представляю, но мы говорим о документе двустороннем. Не надо в полемику вступать. Вы же до этого приводили пример, я не хочу просто приходить. Ну, мы говорим о Вы тарифе. РБК до этого привели сами. Вы же Да. тоже не российская страна. Нет, она говорит, Ссылаясь на Лаша их Назарович, документы. Лаша Он Назарович, отвечает, да. Лаша Назарович, мы же не руководствуемся. Молодой специалист, я извиняюсь. Нет, я ничего против него. Дайте возможность человеку ответить. Помогите, вы опытнее, подскажите, что нужно. Что, я не помогаю разве? Я что, не Вы же помогаю? так выиграли один, как будто он ученик пришел, а мы здесь его отчитываем. Лаша Назарович, я так не собираюсь это делать. Я собираюсь объяснить так, чтобы мне было... Это правительственный час по-отечески, Реза Платонович, если можно так сказать. Потому что вы специалист в этой отрасли, вы знаете. Да. Лаша Вы Назарович, знаете отрасль. если вы меня считаете опытным человеком, да, то почему именно сейчас здесь, да, должен я проводить это учебные процессы, а не там за пределами? Вы Да? поэтому и проводите сегодняшний правительственный час, потому что разбираетесь в этой теме. Гуманитарного перетока является выполнение дорожной карты. Это же с этим было подвязано же в свое время. Нет, мы когда А как говорим, не что... учитывать мнение той стороны, которая бесплатно нам оказывают... Не, а дорожная карта это компромисс с ними, в конце Это, концов. вот это, Резу Платонович говорит, почему вы же не российская компания, мы должны, и они должны учитывать совместная учет и наработка. мнение, да, российской стороны, которая бесплатно на протяжении многих лет, в том числе какую-то часть перетока осуществляет гуманитарным образом. И учитывать их мнение тоже, да, они это осуществляют для того, чтобы дать нам время, чтобы Оно учтено в дорожной дать карте. нам время для того, чтобы наша энергетика вышла на самоокупаемость, но наша энергетика чуть не успевает Чуть-чуть, да? чуть не успевает за теми мероприятиями, которые должны на абхазской стороне быть. Но это проблема очень серьезная и на уровне правительства сейчас. Ислам, мы разработали... Есть кардинальное решение. Всем поставить счетчики и отрубать так, как делали армяне. И все. Ислам Ильич, мы же говорим, мы же вышли... Резу Платонович, я извиняюсь.
Вам тоже здесь не обязательно на все вопросы нужно. Нам нужно ваше видение. Да? Если есть вопросы, которые вне рамках... Самое главное видение, конечно. Да, это в компетенции правительства и президента Республики Абхазия. Основные направления вы должны давать видение примерно, в том числе можно и консультироваться и с депутатским корпусом, и всем вместе, но решения принимают по развитию энергетической отрасли. Извините, далеко не министр, это решение совместное, это решение общее, концептуальное, государственное. Нам ваше видение важно. Что нет, это не значит, что вы за все здесь должны отвечать. Вам досталось хозяйство в удручающем, мягко говоря, состоянии. Да. Сейчас вы занимаетесь разбором, скажем так, завала. Вы текущий кризис каким-то образом там, пытаетесь разобрать, увеличивая количество средств поступающих. Но этого недостаточно. Что нужно для того, чтобы выйти из этой кризисной ситуации? Ну, это вопрос к правительству, в том числе, не только к вам. Но вы должны какие-то вопросы, чего вы добились за этот период времени, да, министерство, какие плюсы, вот собираемость немножко выросла, какие перспективы будут. То есть в таком ключе нам нужно беседу построить с вами. Я совершенно согласен с Резом Платоновичем. Многие там положения, программы не исполняются. Ну и закон не исполняется в полной мере. Но ни один из наших законов, наверное, в полной мере не исполняется. Везде можно найти те или иные изъяны. Мы хотим сегодня поговорить о перспективах. Вот подготовили сегодня презентация какая-то. В таком ключе хотелось бы беседовать. Кто виноват, если мы начнем искать, но мы выйдем на многих людей, да? Как бы, и непонятно будет, как с этим дальше действовать. Другой вопрос, как выйти. По тарифу действительно, вот Реза Платонович к этому, нас эта ситуация беспокоит, потому что к нам обращаются наши сограждане. Да? Каждый год он повышается, люди не платят просто. В восточных районах Абхазии, там, в селах страны, вне зависимости от места расположения, люди не в состоянии оплачивать этот тариф. Вот эти вопросы нас... Ну и состоятельные тоже не оплачивают. И состоятельные. Таких немало. Можно продолжить, да? Качество подаваемой электрической энергии, где-то зона ответственности. Мы говорим, мы повышаем тариф, приводим его в соответствие, да? Вы привели пример, что там российская сторона просила, чтобы мы больше нагрузили, но вы разработали правила расчета тарифа, да, где в этом тарифе не сидит генерация, которую я сказал, только сетевое обслуживание. В этом сетевом обслуживании сидит тариф на электроэнергию, где качество подачи идет критерий качества, да, подаваемой электрической энергии для абонентов. Где-то зона ответственности, вот мы ставим приборы учета, повышаем стоимость электрической энергии, но ответственность-то где? Чего Тимура не позвали? Где она существует, та ответственность, о которой мы говорим? Ответственность еще раз не расслышал. За качество подаваемой электрической энергии в договорах сегодня энергоснабжения в доме сгорело все. Где это та зона ответственности? Качество электрической энергии не улучшилось от того, что вы поставили прибор учета. Они же договор не подписывают с абонентами там. То есть Сейчас же рассылают договор, да? но ответственность за качество подаваемой электрической энергии, где цена пришла в соответствие к затратам, а где Все это связано с ветхостью сетевого хозяйства, которое необходимо модернизировать. Для того, чтобы модернизировать, необходимо инвестировать в сетевое хозяйство. Сейчас слушайте, тогда не перебивать. Сейчас мой вопрос, и где ответ, который парень мне дает. Ну, где это? О том, что ветхое хозяйство сейчас кто-то не знает об этом, я только что зачитал. Нет, и причина рассказывать, они не пришли просто сегодня. Нет, почему Рук Черноморэнерго, почему вы... Я не пригласил их, они с отдельной презентацией будут. С отдельной презентацией. А почему от него? Это же хозяйство через это подведомственное предприятие. Не, ну мы же сегодня работаем. Но мы же сегодня... Если я понял, на самом деле они работают полгода. Мы же говорим... Хозяйство через он лучше знает, более развернуто. Он придет отдельно, он просился отдельно прийти. Вот когда я буду запрещал, почему вы пожалуйста, скажите. Дайте ответить человеку. Предприятие надо Сейчас дайте один раз ответить, потом, конечно. Мы хотим, чтобы Тимур Джоли ответил на это. Да.
Давайте А пригласим можно всех. позвонить, я думаю, Да, и... и может подъехаться, да. Какие проблемы? Я извиняюсь, да, Тут нет таких сложных вопросов, которые относятся к сетевому хозяйству. Дело Я- не в том, сложно или не сложно. Дело в другом. Я извиняюсь, можно вот по поводу, значит, ответственности за улучшение качества электроснабжения? То есть это вопрос связан с тем, что делается по модернизации сетей и по инвестициям в наши подстанции. В этом году сейчас вот закончены работы в селе Чандара, ранее были проведены работы в Меркуле, были проведены мероприятия в селе Лухны, планируется завершить мероприятия по модернизации сетей 10 киловольт и 0,4, которые отходящие к абонентам. Мероприятия, которые были проведены по высокой стороне, замена оборудования, замена трансформаторного масла. То есть мероприятия по реновации, по улучшению качества и поддержанию текущего сетевого хозяйства, они регулярно проводятся единым оператором при наличии финансовых источников. Его финансовые источники в том числе направляются на сети, в Ануарху, в послевоенные годы вот мы тоже эту историю освещаем. И мы много чего не освещаем того, что происходит, потому что масштаб работ, сейчас вот в Нзаре были завершены работы, по высокой по линии, высоковольтной линии Моква ведутся работы в Ачимчирском районе, к сожалению, чуть-чуть затянулись. Должны были в начале месяца, но продолжается. Для чего это все делается? Для того, чтобы линии справлялись с повышенными нагрузками зимой. Вот это к вашему вопросу о качестве электроэнергии, о качестве, да. Но, Резо Платонович, масштаб, как вот вы сами говорили, что 80% сетей изношены. Я не говорил, я статистику. Тех средств, которые сегодня собираются предприятиям, недостаточно для того, чтобы одноразово. Мы тоже хотим повсюду поменять сети. И в моей деревне, и в деревнях каждого здесь, и наших граждан. Но для этого должны быть реальные источники. Так мы общую проблему понимаем. Как Работы мы объясним проводятся. потребителя, это интересует? Потребителя, вот те проблемы, которые мы создали за счет своего управленческого мира, интересуют? Потребителю это нужно? Мы же тариф привели к затратам, к соответствию. Значит, что нужно? И качество подвести, нет? Я по-другому неправильно говорю? Коллеги, скажите, пожалуйста. Все правильно. А как понять трудности, которые связаны у энергосетевого хозяйства или у министерства? Куда их прилепить? Может, надо было вместе шагать с улучшением качества электрической энергии, по чуть-чуть поднимать тариф. Наверное, так было справедливо. Мы же говорим о универсальном, о справедливом отношении. Я в стоимостях могу даже вам ответственно сказать, сколько стоит. Значит, аудит был проведен в мае этого года коллегами. 12 миллиардов стоит сегодня просто заменить устаревшее оборудование, заменить линии, повысить пропускную способность, сократить технические и коммерческие потери в сетях. Это 12 миллиардов одноразово надо вложить в отрасль. Но предприятие наше в прошлом году впервые собрало 1,6 миллиарда, в этом году, надеемся, больше соберет. Вот возможности, которые есть у предприятий. Будет их больше, мы будем больше, значит, и быстрее восстанавливать качество сетей, улучшать для наших абонентов. Знаете, если 5 лет назад валовая выручка составляла порядка 300 миллионов рублей, сейчас в прошлом году это 1,6 миллиарда. Есть разница. Куда эти деньги тратятся? В этом году 252 миллиона потрачено на переток. Часть потрачена на заработную плату сотрудников, которые и зимой, и в холод, и в голод работают. Потрачено остальное на инвестиции в саму отрасль. На реновацию подстанций, сетей, Мцара, Ачимчира, Уланрха, в Гагре были на подстанции. Эти все работы, понятно, что нужно разово больше. Нет других источников. Еще раз, да, инвестиции в энергетику нужны постоянно, да. И тот метод, который вы говорите, будут деньги, вложим, а не будут деньги, не вложим. Мы да? из реальных возможностей. Это такое, да, из реально возможно, но тариф, пожалуйста, приведите в соответствие. А если завтра эти инвестиции будут недостаточны, вот которые вы собираете деньги, ведь в смысле состояние энергетики же ухудшается за то, что мы не додаем ему, правильно? А тариф вы принесли. То есть здесь вот динамика улучшения, ее нету. Вы по чуть-чуть даете ровно столько, сколько недостаточно. И все практически, и с 26 года мы говорим о том, что все средства за потребленную электрическую энергию будут отправляться на покупку. В тарифе же нету электроэнергии за покупку. Я пока, кстати, не могу так сказать, мы работаем над этим вопросом. Еще раз, мы же сегодня же платим. Мы сегодня платим, завтра Российская Федерация может не дать по разным причинам. Это вопрос переговоров пока. Еще раз, это технических возможностей, я говорю, я не говорю о политических, а технических возможностей. Она же дает только через Сочи нам.
И в Сочи узел забивается, он тоже потребляет свою электроэнергию. И главный диспетчер всей России сказал о том, что в летний период он не может поставлять, и скоро и в зимний не сможет. Тогда как нам быть? И мы говорим, что у нас в законодательстве прописано, даже в дорожной карте, что к концу 26 года заканчивается переток. Я же хорошие факты привел. Потом еще раз. А мы говорим, а тариф поднялся, мы же заботимся о населении. Вы их будете покупать некачественный хлеб? Вы же не будете его покупать. Кто будет покупать некачественную продукцию? Когда не будет другого, будешь Так покупать. есть другие, наверное, методы, да, как привлечь инвестиции. Кто должен думать над этим? Правительство, Министерство энергетики или президент? Кому поручено? Кому поручить? Мы же говорим, потребителю без разницы, чья электроэнергия. Ему нужно дать в соответствии с ценой и качественную электрическую энергию. Объяснение потребителю, что у нас ветхие сети, у нас плохие сети, у нас там трансформатора нету, ему не интересно. Ему нужно вовремя подать свет. И качественный, чтобы хлеб мог выпекаться, санатории работали. Мы не можем дать технические условия дополнительным сегодня технические условия новым объектам. Можем? Не можем. Тогда о каком развитии мы говорим? Павлович, можно 2 минуты буквально? Я очень извиняюсь, мне просто надо сейчас. Адыгеев? Нет, в Адыгееве не надо. Надо на телевидении. Значит, я как вижу эту ситуацию, вот из того, что, значит, чисто внешне его этот Это мы говорим, что закон его напор такой и так далее. И я хочу, чтобы это не воспринимали в личном плане, но на мой взгляд, что тут есть? У нас не было Министерства энергетики. По большому счету. Да? У нас было перед войной Министерство энергетики, транспорта и связи. Министерство энергетики сделали, исходя из того, вот Резо и пытается понять, что нового принесло Министерство энергетики к тем реалиям, которые были у нас. И, конечно, от вас хотелось бы услышать другое. Я не говорю по временному этому самому. Да, есть предложение там по генерирующим. Но было бы здорово, если бы предложение сформировали вы. Вот как вы видите? Как инвестор может привлечь? Вот. Если вы нам дадите эту программу, это было бы здорово. А второе, вот вы говорите, что делаете там по линии, значит, по сетевым и так далее, там, мы это не афишируем. Очень зря не афишируете. Очень зря. Отдельные мероприятия. Это отдельные мероприятия, но о них надо знать. Берите пример с вашей бывшей министра экономики. Она каждую поездку брала с собой группу. Не да, берите пример с команды Абхазии, они же все афишируют. Да, и все съемки шли нескончаемо. Это работа, которую люди должны видеть. Что меняется ситуация, да, тяжело, да, с проблемами, да, но должны видеть. Я считаю, это упущение ваше. У вас должна быть реальная работа, которая говорит о том, то, что сделано, надо ее показывать. Да, они не освещают просто, но работа проводится. Вот и все. А так, по большому счету, вот то, что Резо говорит таким советским хорошим словом «план», конечно, это то, что, то, чего мы от вас и ждем. Леонид Иванович, по поводу освещения, вот у нас есть наши телеграм-каналы, страницы в Фейсбуке и сайт. Мы выкладываем периодически, вот последние даже новости. Вы знаете, как это телеграм-каналы, это все хорошо. Источник Иногда и телевидение все. И на телевидении тоже наши, вот Попсху, по-моему, показывали очень много. Араладжими Попсху, да, хорошо. Просто реально такая картина, заставить этих людей платить. Я не говорю, что это решит все проблемы, нет, конечно. Но от вас, вот, я еще раз завершу, как от ключевого министерства, на которое возлагается определенные надежды, есть почему возлагают, хотелось бы видеть ваше видение комплексное, да, развитие энергетики, чтобы это не было секретом, а достоянием всех. Вот это пожелание. Именно вот это пожелание является национальной, нашей внутренней программой, не какой-то, допустим, там, иностранной и так далее, а наша внутренняя программа развития энергетики, какая бы она тяжелая ни была. Мы четко, я продолжение Лаша Нубзарович хочу напомнить, да, я скажу тебе, сейчас скажу, 23 год, 24 год, отключения начинались с сентября месяца, а сегодня отключения происходят вот в такое время, да, еще нету их. И при этом мы понимаем, сколько мы заплатили в 2024 году за электроэнергию, в 2023 году. Мы говорили о том, что уровень водохранилища пустой. А сейчас что произошло вот за это время? Кто оказал содействие? Кто был участником этого? Я знаю, что вы оказали содействие. Я хочу спросить у министра, кто оказал содействие? Участвовали в переговорах. Вот это вопрос. Еще раз, можно по нескромно ответить, да? Резо Платонович, вы участвовали в переговорах? Участвовал только, да? В смысле, Или я организовал не все? слушали или что вы? Что вы имеете? Очень сложно, я скажу. Да. Я человек с большим опытом, я Да, скажу, да. что
В этом тоже... Имеется в виду в коллегиальном органе. Я скажу, Резо Платонович Зонтарь Да-да. участвовал И в мечтах гордончатника. И, значит, связано это было с тем, что первое, значит, мы летом закупали электроэнергию по более дешевой цене. Что касается переговорного процесса, почему нам это сказать, это наш коллега, мы этим гордимся. Резо Платонович Зонтарь оказал существенное содействие решению этого вопроса. Не, Резо Платонович, вы хотели сказать, что вы в прошлом году тоже могли этот вопрос решить. Да, и прошлый, позапрошлый. Что это такое? Да, что это такое? Можно Что вопрос? такое? Вот что это такое, скажите? Вот как это быть, да? Это же система, это же умение, Все правильно. это же знание. Конечно. Я вот из того, что услышал, ну, дорожная карта у нас цена поднялась, работы не выполнены, да, параллельно что должны были сделать, потому что денег не было, плохо собирали. Я знаю, как вы ездите, достаете в хорошем смысле людей, чтобы они платили, это тоже знаю, и собираемость повысилась. Но как от министра, вот у вас, я думаю, уже другой уровень, не просто Черноморэнерго-директор, вы должны какой-то план, вот я не услышал там газификацию, ТЭЦы, что-нибудь, какие-нибудь переговоры ведутся. Если такое, ну, в мире, где нет альтернативы, это в любом случае не хватит. Вот сейчас не нужно быть правительством, чтобы понять, что через несколько лет не будет у нас достаточно электроэнергии. Если даже перепадные сделаем, все равно не будет хватать, потому что, слава богу, экономика развивается. Вот мы, услышав я то, что 2 года лежит проект у вас по реконструкции, ну, или реновации перепадных лет, зачем мы тянем? Это же тоже киловатты, нам не хватит. Ну, вот все знаем, мы не энергетики, что света не... Еще хуже будет проблема со светом. А того, что вы 20 рублей сделаете, я буду сальто делать, выключать розетку, лишь бы не заплатить, это же не есть выход с положения. Это же нужно другой источник, или там с Россией переговоры ведем, или что мы делаем. Вот это хочется услышать. И почему мы тянем, если есть предложение, у нас же в законе арендные отношения можно же, что если это даст плюс, это же хорошо, ну половина. То есть 3 миллиарда мы тратим, если половина, то 1,5 сэкономим, грубо говоря, уменьшится, да, на 1,5. Если 300 там, миллионов киловатт-часов, если будет вырабатывать нашим, мы понятно это разобрали, это стратегический объект, мы сами его угрохали. Ну не я, но мы все. И тем не менее какой-то выход же должен был. Есть переговоры по газу, по вот этим всем делам. Заводы, что-то будет и все. Мы встанем, и это мы все заранее должны, ну, мы это все знаем. Какой-то другой выход тоже должен быть в любом случае. От того, что мы сэкономим, это розетка, так, что это ничего не даст. Ничего не даст до поры до времени. Это вы сейчас делаете краткосрочно до марта месяца, пока вода не пойдет снова. Ну как-то более глобально есть что-то, может президент переговоры ведет, может у вас секретники есть, сюрпризики, что-то знаете. Нам будет приятно всем это услышать. Вот в этом плане, а так... По видению, что бы я просто хотел бы добавить, вот мы сейчас сталкиваемся, да, с решением краткосрочных проблем, это вот переток, оплата коммерческая и так далее, чтобы пройти этот зимний период. Глобально мы все понимаем, Резо Платонович, если и вот коллеги тоже говорили здесь, нам нужны новые генерирующие мощности. Это вопрос 5-10 лет, уже он стоит, а впоследствии через 5-10 лет только больше будет усугубляться. Это напрямую связано с развитием нашей экономики, с уровнем благосостояния наших граждан. По газу, значит, переговоры на сегодняшний день никакие не ведутся. Объясню тоже почему. Потому что дорогостоящий проект, инвестиции, окупаемость не ясна. Генерация на газ, она будет в 2-3 раза, может быть, даже и больше, дороже, чем другие. Да. Что значит неокупаемость? Это существенное повышение тарифа. Кратно, в разы увеличение. То есть это дорогая генерация, которая стоит дорого. Поэтому мы здесь можем, откровенно говоря, восстановить имеющиеся генерирующие мощности, это перепады. Мы здесь, как было ранее, да, как было сказано ранее, это принимается решение в правительстве, но проект абсолютно живой. И создание возможностей новых реальных вот мощностей на альтернативной энергетике. Первый шаг мы уже сделали. Это, конечно, не решит наших глобальных проблем, но создание каких-то новых небольших мощностей локально это тоже не будет лишним. Мы так считаем. И третье, самое главное краткосрочно, это, конечно же, учет, приборы учета и реновация сетевого хозяйства. Ну, приборы учета до определенного уровня сохранят. Все, дальше не пойдет. Ну да, это определенное. При заводе и все, у нас минус 300 киловатт. Приборы учета дадут доходы.
на который можно часть проблем. Вот еще Это временно. Да. Ну давайте вопросы, я потом закончу. Да, можно, да? Добрый день, Михаил Владимирович. У меня такой вопрос. Ну, уважаемые коллеги, вообще, когда они раз, ни два пытались в дорожную карту остановить, повышение цен, я в том числе был против. Ну, тогда наши коллеги верили, что эта дорожная карта приведет к улучшению. Но, однако, мы видим, улучшений очень мало. Потому что то, что вы озвучиваете сегодня, там, Тара, там и так далее, дальше на местах, это нормально, а что вы должны этим заниматься? Другим не можете заниматься, это то, что вы сделали, даже если вы не афишируете, люди видят. Но я хочу сказать за мой округ. Вот завтра с села Гуф приедет делегация, мы хотим к вам попасть. То, что еще зимы нету, у людей нету света. Я хочу, чтобы вот взять камеры, поехать и посмотреть, вот это все снять. Да. Зима придет, это вообще ужас. Это в каких-то кругах, где-то в каких-то районах кто-то лоббирует, помогает. Вот джал проблема большая. Большие, серьезные проблемы, люди холодильник не могут включить. Это не просто на словах. Ну, да. Пожелаю вам удачи, чтобы все получилось. Уважаемые коллеги, у кого еще есть, мы перейдем По потом. поводу перепадов у вас какой-то решается вообще или просто сторонки и потом? Ну вот последний проект тоже в правительстве обсуждали с Резо Платоновичем, премьер-министр, весь этот проект. Вы же знаете о нем, Резо Платонович. Я ничего не знаю, молодой человек. Нет, в смысле результат. Я ничего не знаю, почему вы не отвечаете на эти вопросы, вызовы. С 16 года, с 17 года этот проект лежит там, и с 17 года никто не может на него ответить. То ли это, не понимаю, вот у меня не укладывается при существующем назревающем дефиците увеличения. Не принимается, скорее всего, не министром энергетики. Не, я же говорю, я же привел пример, что другие не принимают. С 17 года лежит и не принимается. Пожелание такое по тарифам. Я не считаю, что по дорожной карте я буду как бы просить всех, кого можно. Я не считаю, что по физическим лицам надо до принятия каких-то вот решений технического характера, о которых говорит Резо Платонович, физическим лицам уже нельзя поднимать тарифы. Я крайний противник увеличения тарифов для физических лиц, для наших с вами граждан. И скорее всего, что как бы, да, мы будем консультироваться здесь тоже в парламенте, будем какое-то вырабатывать решение, по которому в отношении юридических лиц еще как бы, да, и я думаю, что на мой взгляд есть еще какой-то простор, но по физическим лицам мы достигли на сегодняшний день, да, того предела, который можно было достичь, и надо идти в направлении, значит, в отношении физических лиц собираемости за потребленную электроэнергию. В плане, значит, развития нашей электроэнергетики я абсолютно согласен с Резо Платоновичем. Нам нужен своего рода абхазский Гойл-Ро. Да, вот нам нужен план развития нашей энергетики на ближайшие 10, 15, 20 лет. И периодически потом следующая, значит, история, которая мне непонятна. Парламентом были выделены дотации для РУП Черноморэнерго в размере 200 миллионов рублей. Значит, освоено только 40 миллионов рублей, 160 миллионов рублей не освоено. Один подрядчик, видимо, другим нельзя или как-то. Я не знаю. Я хотел бы обратить внимание министра, да, вот на то, чтобы ваше подведомственное предприятие, чтобы более как бы эффективно использовать государство, депутаты парламента ежегодно закладывают, понимая важность решения этой проблемы, ежегодно мы закладываем с вами дотации для РУП Черноморэнерго. Очень удивительно, с одной стороны, говорить о нехватке средств, а с другой стороны, о неосвоении этих средств. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что 160 миллионов рублей выделенных дотаций не освоено вот на конец ноября 2025 года. На эти, да, целевой, это, значит, организация мероприятий по приборам учета. Пожалуйста, ну, я думаю, что сегодняшний, да, час правительственный, он должен послужить к тому, чтобы да,
обсудить с энергетиками, с вашими подведомственными предприятиями и решить, да, начать решение хотя бы той части проблем, которые есть. Непонятная история. Вот насчет наших дотаций, которые мы предусмотрели. Переток, и в этом году было поручение застраховать эти средства на переток. Я хочу обратить ваше внимание на то, что депутаты парламента приняли при рассмотрении бюджета приняли закон, по которому все, и в том числе и правительство, обязано потратить эти средства на то, что определил парламент, и на то, что говорит закон. Большая просьба. Я понимаю, что это не в вашей компетенции, да, вот заморозка. Конечно, если бы вам спустили бы эти еще 160 миллионов, вы много чего. Я все это прекрасно понимаю, но эти проблемы надо озвучивать. Никто не имеет права. Мы утвердили бюджет страны, мы определили цели и задачи, которые должны быть направлены на, значит, на приборы учета, а кто-то принял решение, что надо заморозить эти деньги для оплаты перетока. А кто это определил? Закон говорит о другом. И вы должны обсудить эту ситуацию в том числе. Я прекрасно понимаю, на каком уровне это принималось решение, но это один из вот таких, мы ежегодно, один год 60 миллионов не освоили и отправили на переток, вы помните, да? Депутаты парламента ежегодно, понимая всю сложность ситуации в энергетике, оказывают посильную помощь для Черноморэнерго, чтобы они хоть какую-то часть проблем решали. Пожалуйста, обратите на это внимание. Я извиняюсь, это речь идет о том, что на Черноморэнерго шли средства, да. Мы их окрасили на значит, приобретение приборов учета. Да. Кстати, если можно, я хотел бы сказать, вот, буквально несколько лет назад, значит, правительство хотело взять кредит, межправительственный кредит на покупку приборов учета. Сумма была, по-моему, 1,5 миллиарда, ну до 2 миллиардов доходила, когда, кстати, те средства, которые шли на Черноморэнерго, они шли в виде дотаций, и мы их окрасили. За 3 года мы, по-моему, 500 миллионов, около 500 миллионов мы выделили именно на, значит, приобретение приборов учета, и в этом плане ситуация изменилась, потому что одно из показателей как раз и этот эффект дал, то, что парламент тогда эти средства окрасил, значит, можно было не брать межправ кредит под процент и так далее, чтобы, значит, парламент на протяжении 3 лет делал это свои доложили этот эффект, правильно? Так или иначе. Если бы осваивались бы все средства... Кстати, еще проблема была, по-моему, правительство не давало, потому что на покупку, значит, приборов учета, потом там проблема была, что на установку не предусматривал на установку, значит, правильно? Подготовку сетей, на приобретение, вы устанавливали, да, вы устанавливали там, где, значит, там, где легко это сделать, где есть доступность, где доступности нету, как бы, ну, уже тяжелее стало, и потом в этом тоже проблема пошла, правильно? На сегодняшний день в стране установлено 31 004 прибора учета современных интеллектуальных с 23 года. Вот как раз 31 тысяча. А нужно 90 чем-то, да? Плюс к той цифре, которая сейчас озвучена, нам нужно еще порядка 68 тысяч приборов учета. А на какую сумму 31 тысяча, это сколько было? Да, в деньгах это порядка 600-700 миллионов вместе с мероприятиями по подготовке сетей. Даже может быть 1 200 000, честно. Можно еще для журналистов добавлю, вот группа депутатов, парламент внес изменения, Лаша Музара спустит скоро, видимо, в комитет по льготам, которые существовали, ну, пока существуют там в таможне, в суде, в прокуратуре, чтобы, да, там немалое количество, по-моему, да, людей. Ну, в общем, если брать МВД, около 7 тысяч, но МВД это указом президента, поэтому, когда пройдет комитет и вынести на сессию, если пройдет, то эти льготы тоже убираем. Мы обладаем информацией о том, что на приобретение приборов учета планируется взять кредит. Не маленький, значит, определенный процент. Насколько эта процедура и мероприятие вообще оправданы для нашей республики и, в частности, для энергетической отрасли. Значит, просто у нас есть примеры кредитов, да, и других, ну, в общем-то, мы не считаем, что это совершенно неудачный
например, потому что ЖД работает, мы пользуемся этой жизнью. Ну, к примеру, дорожный карт. Активно, да. Но не буду дорожную карту. На переток не вернуть деньги. Да. О какой сумме или о каком количестве приборов учета речь? И какие сроки реализации? Прорабатывается сейчас проект по установке в течение следующего года 60 тысяч приборов учета в Республике Абхазия, что позволит нам практически большую часть наших абонентов оприборить и оснастить их современными инновационными приборами учета. Было проведено обследование коллегами, оно параллельно сейчас и продолжается, которые изучают наши сети, наш многоквартирный жилой фонд и частный индивидуальный жилой фонд, для того, чтобы оценить, какие мероприятия необходимы именно по... Потому что вот приборы учета, как вот депутат уже сказал ранее, тоже их нужно ставить на подготовленные сети, чтобы не было возможности, там, какого-то возможности того, чтобы обойти этот прибор учета. Мы порядка 23 тысяч приборов учета планируется для многоквартирного жилищного фонда и оставшиеся сейчас 37 тысяч приборов учета для индивидуальных жилых хозяйств. Этот проект пока прорабатывается, значит, средства на эту программу оцениваются комплексно, если по многоквартирному и по частному 2,5 миллиарда рублей. Вместе с... сети привести в порядок. Вместе с сетями. Нет, это на сети нельзя, насколько мне известно. Оно охватывает полностью. Как они поставят на институт? Нет, они на многоквартирный жилой фонд восстановления полностью всех стояков, ГРШ, магистрали и так далее. То есть полная замена и капитальный ремонт по многоквартирным домам. По сетям, по частным сетям это установка приборов учета, замена распределительных устройств в ТПшках РУ-04, то что называется, и отходящие к абоненту. Сети, да. Спасибо. Это мероприятие в любом случае в рамках этого проекта или же в рамках параллельного проекта оприборивания учетов, оно вынужденная необходимая сегодня мера в отрасли, потому что без четкого учета потребления электроэнергии очень сложно будет бороться с незаконным потреблением, которое сегодня существует у нас в сетях. А есть шанс расплатиться с этим кредитом? А какой процесс? Убедиться, как идут дела в Министерстве энергетики с точки зрения соблюдения самого законодательства и насколько это законодательство соответствует сегодняшнему жизненному реалиям. По итогам нашей сегодняшней беседы мы понимаем, что законодательство недостаточно в полном объеме обеспечивает работу, нет возможности привлечения инвестиций, нет возможности дальнейшего развития самой энергетики, да, с точки зрения ввода новых объектов генерации, улучшения сетевого хозяйства, ну и так далее, и так далее. Я хочу на ваш вопрос по поводу установки приборов учета сказать, что это такая полумера, да. Если все это не будет идти вместе параллельно, да, она не будет давать никакого эффекта. Да. То есть поставил прибор учета на старый столб, на старое здание, тут с другой стороны возможно. Если и законодательно туда не войдем, и сетевым хозяйством, и с техническими, и с коммерческими потерями не будет совместно, то результатов не будет. Генерации, если не будет, приборы учета не нужны. Генерации, если не будет перспективы развития, тоже не нужны. Я еще раз повторяю, хочу сказать, обратить особое внимание моих друзей, коллег, о том, что газовая генерация, она доступна, она должна быть в нашей стране. Хотим мы, не хотим, эта генерация должна прийти, потому что это лучше, чем покупать электрическую энергию в соседних странах. Это намного лучше, намного дешевле и, главное, надежно, потому что у тебя стоит собственная генерация. Это и есть путь к независимой энергетике, строительство независимой энергетики. Мало того, что у нас грузинская энергосистема еще не все налажено, и мы являемся ее частью. Хотим мы этого или не хотим, как бы мы красиво ни говорили, то она является фактором. И такими методами, вот если все совокупно взять, без целевой задачи, повторяю, без большой той самой реформы, которую прошли все страны, которую должно разработать Министерство энергетики, это ее целевая задача, а не переповторять какие-либо информации, там, данные с эксплуатирующих компаний.
то эта программа нужна, является сегодня целевой основной задачей. Вот ее не видно, вот ее нет. Вот она должна нарисоваться. Она не популярная уже будет, она будет очень больная, потому что все вопросы накопились. И без той самой реформы энергетики невозможно будет ее сегодня восстановить. А она будет больная и очень больная. А так мы занимаемся, просто покрываем и ухудшаем состояние энергетической отрасли в нашей стране. И это правда. И вы это должны говорить, а не скрывать. Я это говорю со своего опыта. 25 тысяч приборов, установок, я ушел, они все работали с пульта. Ни один прибор учета не остался после меня. Завтра придет другая команда и скажет: опа, извините, эти приборы плохие. Они не дают никаких результатов, и они не читают обратную связь. Да и сеть плохая, и провод оборвался, и столб упал. Где ваше законодательное обеспечение всего этого? Вы ставите приборы учета, а дальше что? Придет другой человек, сломает, выстрелит, что угодно. Я привел вам несколько примеров, где должно расти вместе качество электрической энергии с ценой к соответствию. Вот как должно быть. Цена, качество, соизмеримые вещи. Мы должны знать, чего мы хотим. И это ключевая задача, возможно, уже не ваша, она, возможно, стала уже самой исполнительной власти, кабинета министров. Они должны так подходить, а не на период решить вопрос, но на период их время пребывания. Вот что плохо. Вот что нехорошо. И когда мы просто говорим, не любим говорить правду, что да, у нас плохо, и видение цели только такого, быстро восстановить генерацию, которую имеем, и стимулировать, вопрос важный, стимулировать даже маленькую гидроэлектростанцию, чтобы работала в общую энергосистему, самую малую ГЭС, микроГЭС. А сколько сегодня гидростанций у нас работают для себя? Майнингом занимаются? Есть. Есть? Сколько это? А почему они не работают сегодня на общую энергосистему? Это что же внутренний наш ресурс? Это что же руководство? Это что же вы должны делать? Вот о чем я и говорю, призываю. Я могу говорить там, знаете, так, как Влад Назарович говорит, там, обучаемо, красиво, спокойно, в камеру, телевизор, но я так не могу. Я могу говорить правильно. А? Я говорю, не могу этого не говорить, это пожелание будет. Да. Я могу не говорить, но я говорю правду, которая полезна для нашего общества, для потребителя нашего. И они должны знать и ценить опыт. Больше ничего другого невозможно. Уже давным-давно можно было бы внести изучить, вы их знали, те поправки, которые внесли сегодня ваши коллеги, дальше разработать свою программу реформирования. Ведь все страны, опыт же есть везде. Посмотреть, адаптировать, проконсультироваться со всеми и идти уже к этой целевой программе. Так можно. А сегодня идем никуда. Вот резюме, которое можно было бы сказать, тогда и вопрос следующий коллегам 2.70 мы рассмотрим, быть или не быть, посмотрим поднятие этого тарифа, рассмотрим на нашем комитете или на сессии. И дальше вообще функционал исполнения министерства, так называемого, что тогда, где его задачи, которые указаны в его положении. Выполнение, не выполнение, есть целесообразность содержания, не есть целесообразность содержания. Мы это не решаем, но рекомендации будут даны, наверняка донесем и скажем, что функционал... Есть достаточно большие страны, соседние страны, где нет Министерства энергетики. А что у нас есть? У нас, по большому счету, есть энергосистема? У нас энергосистема есть, конечно. А откуда? Как это? У нас есть передающие, распределительные сети, есть источник генерации, который находится в совместном пользовании. Да. Все это вместе с абонентами, с генерирующими мощностями создает энергосистему. Она в каждой стране уникальная, но у нас тоже есть своя энергосистема. Да, у нас плохая, хорошая, она у нас есть. У нас не является энергосистемой, я уже вам сказал, что мы являемся частью энергосистемы, и мы являемся, если так говорить более точно, да, высоковольтные электрические сети, распределительные, высоковольтные распределительные сети. Вы не управляете генерацией, ни системой, образующими вещами, да, ни частотой в энергетике, и не влияете на этот процесс. Этот процесс находится в других руках, и вы это знаете. И мы говорим же откровенно, мы договорились говорить откровенно. У нас есть сети. Систему мы хотим видеть. Система, когда вы изолированы, когда вы одни, сами на себя работаете. Но, к сожалению, такого нет. Вот это правда. А теперь нашу, твою правду. Сравнить с нашей правдой. Исходя из этого, можно тут сколько угодно, вопросов было очень много, но мы заходим дальше. Я уже дал пожелания, рекомендации, услышали все отчеты, которые были, рассмотрение о том, что быть повышению тарифа или не быть, мы тоже обсудим. И обсудим, также дадим рекомендации аппарату, кабинету министра о том, что
насколько сегодня есть эффективность работы. Следующий вопрос. Нам поступает достаточно большое письмо с участниками всеми этого экономического процесса в рамках ПСМ. Мы говорим о формировании цены. Оно что же за вами находится, да? Как вы рассчитываете цену? Подскажите, пожалуйста, что там есть у нас и какие, чтобы мы видели, и общественность видела, насколько там сегодня цена контролируемая государством. По поводу топливного рынка, Реза Платонович, принципиальное отличие топливного рынка от электроэнергетики в том, что мы, конечно же, не являемся ни в коей мере производителем ни в полном объеме, ни в частичном объеме производителем нефтепродуктов Республики Абхазия. У нас нет никаких мощностей нефтеперерабатывающих, добывающих для того, чтобы самостоятельно эти виды нефтепродуктов, важные для хозяйства нашей страны, самостоятельно производить. Это реальность, которую мы имеем. Соответственно, все нефтепродукты в Республику Абхазия, они завозятся, покупаются нашими предприятиями с российского рынка. И российская цена закупочная, в первую очередь, определяет первый базис, по которому дальше формируется конечная стоимость на отдельные нефтепродукты на наших заправках для людей, для населения и для предприятий. У нас установлены предельные торговые надбавки на нефтепродукты, которые, наверное, нет смысла их зачитывать. Они считаются по формуле, которая включает в закупочную стоимость, предельную надбавку и НДС, которая в конечном счете определяет либо розничную, либо оптовую стоимость для участников топливного рынка. В настоящее время, это тоже известный факт, мы получаем все нефтепродукты одного поставщика с Российской Федерации. Он является гарантированным поставщиком в рамках того решения, которое было принято. И реализация нефтепродуктов происходит фактически по этому прямому контракту с российским нашим контрагентом. Что касается, цен на нефтепродукты, мы наблюдаем достаточно высокую волатильность ценовую последние несколько месяцев. Она у нас всегда периодически происходит. В этом году она достаточно активная и высокая. С чем это связано? Связано с тем, что на бирже цена в Российской Федерации на нефтепродукты выросла по объективным и по необъективным факторам. НПЗ российские приостанавливали свою работу в августе, в сентябре месяце. Это сокращало объем нефтепродуктов, приводило к тому, что стоимость на нефтепродукты возрастала из-за дефицита, который формировался. И этот рост цен влиял в том числе и на рост цен, который у нас в Республике Абхазия был. Но я хочу сказать, что например, и в июне месяце у нас на наиболее социально значимый нефтепродукт бензин 92 цена была ниже, чем на краснодарских заправках. В последующем ситуация поменялась, потому что в Российской Федерации рынок ценообразования на топливные ресурсы регулируется демпферным механизмом. У нас этот механизм не предусмотрен ввиду ограниченности бюджетных субсидий в эту отрасль. Мы его регулируем торговыми надбавками. Демпфер не отменили недавно? Нет, он действует, они просто... Да, течение. Конечно, можно. Вопросов сейчас здесь будет много. Давайте, задавайте. Само топливо нет в нашей стране, кроме подводника, бензин, денег. Конечно, мы знаем, мы вчера проводили совещание с топливными организациями Республики Абхазия. Все это связано с тем, что некоторые участники не смогли получить новые контракты на поставку нефтепродуктов по коммерческим своим вопросам, которые у них возникли в ходе их хозяйственной деятельности. Госкомпания. Да. Вот они приобретали госкомпании, топливо не может привезти, эти все заправки закрывают, да, или как? Почему не может? Как? Ты же не замечаешь, кроме очереди. Нет, почему не могут привезти? Не знаю. Контракт, который они заключили с российским контрагентом, у них не продлен. Он был в прошлом году продлен на 1 год, срок его действия закончился, и пока они не получили продления на следующий год. Почему? Неизвестно, да? По тому, что у предприятия сформировалась задолженность.
перед российской стороной, да. Ну, наше предприятие считает что у них не сформировалась задолженность, вот находится в процессе переговорного процесса сейчас. Да. Ну, у компании, госкомпании, долги, да, за это они не могут топливо вывести. Это же компания, там все законстовывает, вы контролируете, или они как бы сами по себе? Нет, мы контролируем в рамках наших полномочий, но они являются хозяйствующим субъектом, который тоже как бы проводит свою хозяйствующую политику самостоятельно. Ну, там вопрос неоднозначный, потому что госкомпания не считает, что там у них нету этой задолженности, находится. Российская сторона обманывает? Вот Резу Платонович, вот поворот вот над Кварчели, да? Сейчас я скажу правильно. В Кварчели нету бензина. Я сейчас скажу правильно. Я сейчас правильно скажу. В смысле, кроме подорожника? Ну, вот, Ваше Владимирович, я могу? Вопрос? Нет? Мы говорим сейчас, вы так в общем, в принципе, сказали то, что там, где покупаем, что покупаем топливо, это понятно, это хорошее такое предисловие, предсказание, что там покупают, но мы сейчас говорим о том, что вот об этом документе, да, о временном постановлении, которое носит характер о правилах расчета тарифа на топливо для нефтепродуктов. Так? Скажите, пожалуйста, вы его хорошо же, вы же должны, согласно вашему постановлению, согласно вашего положения, вы должны его корректировать, и он носит временный характер, правильно? Вы проверили его, он соответствует сегодня рынку, насколько сегодня и откуда взялись эти проценты, которые указаны здесь? Много, мало, чем руководствоваться? Когда данное постановление принималось временный характер, цена на бензин и на топливо была другая, ниже. А сейчас она стала выше. Тем самым проценты, о которых вы говорите, исчисления, я считаю это мультиком, да? Исчисление называется такое, да? Чем я дороже купил, я больше заработал, так получается логика. И этим документом сегодня руководствуемся. Вы считаете, что там проценты завышены? Я считаю, я же вам объяснил, что если цена на рынке сегодня вы топливо купили по 45 рублей и при этом применили 18%, это одна доходная часть, да? А если вы топливо купили за 65 рублей, как сегодня реально есть, и применили 18%, это тоже доходность, это другая доходность. И так получается кто? Участникам рынка выгодно покупать сегодня по дорогой цене или по дешевой? В течение года это открытая информация. В этом году она всегда нестабильная закупочная в Российской Федерации. Говорю. То, что вы говорите, что сейчас закупочная цена выросла, но ведь и приобретение на последующие объемы, оно для тебя вырастает в цене. Да, в это ты получил доходность, но на следующую партию, когда ты приобретаешь, ты же тоже покупаешь по высокой цене. Еще раз. Поэтому мы здесь говорим, вот вчера топливные компании, которые присутствовали, которые закупают, они, например, наоборот жалуются на то, что недостаточные надбавки у них. Мы сдержали эти, в августе, когда принимали это постановление, мы сдержали, потому что предложение от участников было еще больше скорректировать эти надбавки. Я считаю, что вот эта методология, придуманная временным характером, стала постоянной и неправильной. Кто сегодня является оптовым поставщиком для внутреннего рынка? У вас есть оптовый поставщик? У нас была альтернативная компания, государственная компания «Абхазтоп». Вы его сегодня вывели из игры. Кто остался? Абхазтоп, еще раз повторю, он получал эти объемы и реализовывал другим участникам. Сегодня нет топлива. Сегодня у него нет топлива. Кто сегодня участник для этих участников рынка? Для всех малых компаний, о которых говорили. Кварчельский поворот и так далее. Те предприятия, которые импортируют нефтепродукты, они обязаны в рамках этого постановления, они обязаны им реализовывать. Роснефть не продает оптом никому, торгует сам. Остается одна компания. По дорожью вчера мы на совещании тоже еще раз напомнили, они будут реализовывать этот ресурс в рамках тех объемов, которые у них есть. Но еще раз, о которых сегодня требует рынок. Мы же говорим о рынке. О рынке мы говорим. И вы здесь оставили им 4%. Вот эти правила расчета, они не носят справедливый характер. Но я только что вам сказал, что цена дороже покупает на рынке, на улице, за 100 рублей я куплю. Я могу указать тогда 100 рублей ввоз топлива. И 18% от него, это сколько получается? 18 рублей с литра, да, получаю? Так? Конечно. А если за 50 рублей я куплю, тогда сколько получается? 5 рублей, да?
Тогда я буду оформлять по 100 рублей и 18 рублей получать прибыль, доходную часть. Такая логика же, да, в этом документе. И он носит временный характер, а вы им до сих пор руководствуетесь. А если посмотреть предыдущий документ, там были надбавки еще выше результата. Я не спрашиваю, что были. Поэтому было принято это временное постановление. И еще раз повторюсь, было предложение от топливников, которые жалуются на то, что у них немножко неустойчивая финансовая. Поэтому мы в августе оставили эти надбавки без изменений, хотя они предлагали их скорректировать в большую сторону. Для нас важно, с одной стороны, соблюсти баланс между насыщенностью рынка, а с другой стороны, чтобы предприятия работали. Таких красивых слов от общего к частному. Методология расчета, я вас спросил, какими методами вы руководствуетесь, когда определяете доходную часть, возможную для участников рынка? Я же не говорю об общем, о котором вы говорите. Как вы определяете? Ведь сегодня у нас нефтяные компании, у которых инвестиции составляют достаточно большой объем. И есть те компании, которые еще в 91-2 годы во время войны с 3-литровыми банками это продавали. И они же тоже участники рынка сегодня, они же тоже должны быть участники, они тоже должны зарабатывать деньги. Это же наши национальные. А куда их девать? Вы их сегодня из игры исключили. За счет чего? Потому что у тех доходность большая, другая возможность, а эти другие. И вы не даете оптом поставки этого топлива. 4% надо рассчитывать, посмотреть, насколько сегодня инвестиционная составляющая тех или иных участников рынка и какой срок их окупаемости. Исходя из этого, давать им доходность, а не такими процентами. Это я же сказал, мультик, ну, как вы еще мне хотите поверить? Так легко можно рассчитать стоимость топлива 18%, да, 4%, а может 4% для компании, которые оптом привозят и продавать с 4% надбавки. Я говорю цифры, может мало? Вам не сказали, что мало? Вот они говорят, что мало. Так вы посчитали? Потому что здесь мы в приоритет ставили возможность того, чтобы у нас цены были невысокие. Насколько это зависит? Вы даете расти, а в другом случае не додаете местным. Я же только что вам, вы как-то синхронизируете с моими мыслями, ладно, а то вы как-то уходите или специально это делаете, не могу понять. Резо Батонович, вот если жалко, сегодня нет возможности, вы бы послушали представителей топливных компаний, которые просят их я их слушал. Да. Поверьте, я их слушал, да? И то, что здесь есть то несоответствие равенства, которое должно быть, которое вы должны разработать в соответствии с теми, я только что вам назвал, те показатели, которые должны быть здесь учтены. И это не метод регулирования той цены. И это не может быть такие методологии, которые можно взять за основу. Я вам свои рекомендации сказал, а теперь вы для себя посмотрите, 4% для того крупного поставщика, оптовика, которого сейчас в Абхазии нету, да, и выбили те участники рынка, которые были, они сейчас будут искать какие-то другие возможности, да, чтобы стать здесь на рознице. И что мы им сделали? Просчитайте, может правда это убыток, и посмотрите, какие там доходности. А в 18%, которых мы дали им в связи с повышением цены, может быть там надо спустить? Моя логика показывает, что покупка, я же на биржу смотрю, показывает, что купив бензин там, привезя сюда, уплатив все налоги, мы должны стоить дешевле, чем Российская Федерация. Мы должны стоить реально топливо дешевле, чем... Разложите методологию. Разложите, пожалуйста, и посмотрите, вы увидите. Как это получается, если закупочная цена выше, чем даже то, что они демпфером своим субсидируют из правительства Российской Федерации, тратя на это миллиарды рублей, чтобы колебания цен были небольшие. Скажите тогда нам, что такое демпфер? Вот мы все время этим таким машемся, когда демпфер. Демпфер это механизм, который стимулирует на внутреннем рынке Российской Федерации стабилизировать цены, потому что экспортные цены, как вы знаете, Россия поставляет всегда выше, чаще всего они выше. И для того, чтобы с одной стороны не формировался дефицит на внутреннем рынке, с другой стороны, чтобы колебания не были высокими, правительство доплачивает топливным компаниям вот эту разницу между экспортной ценой и внутренней ценой. Это миллиарды, которые ежемесячно компании получают. Формируется базис отсечения экспортной цены. И на эту разницу правительство субсидирует топливные компании. Она приводит к балансу, к нулевому. А от экспорта и импорта он на нас не влияет, демпфер. Я же еще раз повторяю, вот здесь, когда вы открываете биржу, вы видите эту биржу. Она биржа для всех одинаковая. Для всех одинаковая. Все правильно. Да, что для внутреннего, что для внешнего рынка.
Мы говорим, мы купили цену по топливу, и указана цена на топливо биржи, товарно-сырьевая биржа, я ее открываю, я ее вижу здесь. И демпфер это работает, когда ты отправляешь на экспорт, если кто-то недополучил государство, он дополняет. Это внутренний их демпфер. Он не распространяется сюда на нас, на нашу цену. Еще раз, просчитайте, посмотрите. Оно должно быть больше, экспортная цена выше, поэтому они и субсидируют же их. Показываю цену экспортной цены выше. Как она выше, если я вам показываю, что цена вот здесь. Биржа без НДС 53, 54, 58, 57. Биржевую стоимость сегодня рынка, который разбил, снял НДС, добавил по движению до Абхазии, цена одинаковая. Вот вам. А почему НДС вы снимаете? НДС же требуется. Российский НДС. А наш НДС, абхазский НДС? Я и там без абхазского НДС. Вы слушайте меня, пожалуйста. Ну, я же сказал, до границы доехала сюда, таможню взял до границы. Дальше складывается одинаково все. Хорошо, это вы разбираетесь. У меня все те вопросы, которые были, это 4%, которые сегодня не обеспечивают работу другим компаниям розницы, которые занимаются розницей, что затрудняет в других районах сегодня заправляться, иметь альтернативу, возможность заправляться. Что сегодня стало? Эти компании все были участниками рынка в Российской Федерации. Они могли спокойно прийти покупать. Что произошло? Вот почему они не стали участниками? Кто в этом причина и почему мы этот вопрос не можем закрыть? Потому что уже с конца 2023 года действует постановление о едином поставщике топлива в Республику Абхазия. Постановление еще Российской Федерации, да.